Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Одну из улиц в селе Чуло Чимчирского района назвали именем добровольца из Карачаево-Черкесской республики Мурата Куджева, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии. В Национальной библиотеке прошел ежегодный международный молодежный арт-фестиваль. Депутаты парламента ратифицировали соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. В окончательном чтении принят закон об упрощенной системе налогообложения. Кроме того, на очередном заседании сессии в первом чтении внесены изменения в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Все подробности в материале Алики Трапш. В начале заседания сессии парламента депутаты во втором и окончательном чтении приняли постановление о проекте закона об упрощенной системе налогообложения. Необходимость принятия закона обусловлена потребностью повышения эффективности налогового администрирования для более прозрачного и четкого механизма контроля за формированием налоговой базы. Ставка налога при упрощенной системе устанавливается в размере 6%. При этом при превышении установленного предела доходов на сумму до 5 миллионов рублей на величину превышения лимита применяется ставка в размере 8%. Законопроект представил депутат Беслан Халваш. Основной целью проекта закона является возникновение одного налога по упрощенной системе налогообложения взамен налога на прибыль организации, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, подоходный налог с доходов индивидуальных предпринимателей. Во многих сферах бизнеса необходимости введения бухгалтерского учета отдельными профессиональными бухгалтерами тоже может отпасть, если нет какого-то сложного, очень сложного технологического цикла. Присутствовавший на заседании сессии парламента министр по налогам и сборам Михаил Габели рассказал, что принятый закон очень важен. Когда мы человека переводим со спецналога на общий режим, это для него, это болезненно, реально болезненно, и начинаются проблемы. Человек начинает уходить от налогообложения, прятать выручку. Вот именно в этом направлении упрощенная система нам поможет. Плюс еще мы сталкиваемся с такими проблемами, что наши предприниматели в Российской Федерации регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, садятся на упрощенную систему налогообложения, выводят наши деньги в Российскую Федерацию и платят там налоги. Этот процесс эти деньги надо вернуть сюда, в Абхазию, и ожидаемо, сейчас я вам сказать, приблизительно по нашему анализу до 100 миллионов. Если мы выведем из тени деньги, то результат будет хороший. Вторым вопросом повестки дня был проект закона о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. За период деятельности нашего парламента, для тех, кто не знает, потому что на наше имя поступило огромное количество обращений бюджетников, по программе гармонизации в 7-м созыве парламента, вне зависимости от политических воззрений и так далее, было принято 24 закона и соглашения в окончательном чтении. Сегодня, соответственно, только что был принят 25-й, поэтому просим не политизировать, парламент работает, все идет своим чередом, мы не можем, что называется, закрыв глаза, все бегом принимать, мы должны разбираться в некоторых вопросах. Я думаю, что динамика у нас правильная, поэтому просим излишне не политизировать как внутри нашего общества, как внутри внутриполитического нашего процесса, так и некоторых наших партнеров из Российской Федерации. Мы верны союзническому долгу, верны нашим взаимоотношениям, нам больше, что называется, некуда смотреть. Мы, конечно же, и дальше будем рассматривать вопросы, не поддаваться на разного рода провокации
и спокойно выполнять свою работу. Соглашение направлено на взаимное признание и приведение в исполнение вступивших в законную силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Положения соглашения также применяются судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения. Ратификация соглашения будет способствовать развитию межгосударственных связей, обеспечению прав и законных интересов участников предпринимательской и иной экономической деятельности. Также арбитражный процессуальный кодекс Республики Абхазия содержит отдельную главу 28 «Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений», согласно части 1 статьи 262, которая решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, решения международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, признаются и приводятся в исполнение в Республике Абхазия арбитражным судом, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором Республики Абхазия и законом. Приглашенные на заседание сессии парламента председатель арбитражного суда Фатима Квициня и министр юстиции Анри Барцыц сказали, что документ очень нужный и его ратификация позволит поддержать местных предпринимателей. Данное соглашение предусматривает возможность реализации международных принципов признания решений. Это так называемая Нью-Йоркская конвенция, которая, так или иначе, реализуется, используется в 160-170 государствах мира. То есть практика, которую мы сегодня, прошу прощения, вы, депутаты парламента, сегодня рассматриваете, она распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли, мировая экономика развивается и появляется необходимость защиты, в первую очередь, интересов национального предпринимателя. И в рамках интересов национального предпринимателя Республики Абхазия, нашего бизнесмена с вами, вот это соглашение откроет новые определенные возможности. Я считаю, что любой судебный акт, если этот акт, вступивший в законную силу судебный акт, то есть судебный акт, который прошел все процедуры пересмотра, я считаю, что он имеет силу закона. Закон должен исполняться. Наш арбитражно-процессуальный кодекс, он был принят в 2014 году, действует с 2016 года. Целый раздел посвящен вот этой процедуре. То есть как это делать, как это осуществлять, как признавать, как исполнять. Но учитывая, что это судебный акт выносится за пределами территории Республики Абхазия, тогда законодатель сказал, при наличии договора. После обсуждения депутаты во втором и окончательном чтении ратифицировали соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Парламент в первом чтении принял проект закона о кадастре недвижимости. Необходимость принятия законопроекта обуславливается отсутствием в Абхазии единой системы учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранения информации о них, отсутствием кадастра недвижимости как такового. Далее парламент в первом чтении внес изменения к проекту Конституционного закона о выборах президента Абхазии. Инициатором поправок был ЦИК. Законопроектом устанавливается сужение круга субъектов избирательных прав граждан, то есть лишение пассивного избирательного права граждан, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также граждан, больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими затяжными психическими расстройствами. Таким образом, нужно будет дополнить перечень необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты с соответствующими справками. Также предлагается изменить форму и текст избирательного бюллетеня. Если голосование проводится по одному кандидату, как на общих выборах, то будут ставиться отметки «за» и «против», а при повторном голосовании по двум кандидатам в бюллетень не вносится строка «против всех». Остальные 6 вопросов повестки дня касались земельных вопросов, о переводе их из категории в категорию. В завершении сессии парламента депутаты Алхас Барцыц и Беслан Халваш подвели итоги по 2 принятым законопроектам программы гармонизации законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации. В рамках сегодняшней сессии было ратифицировано соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим вопросам. Данное соглашение, этот вопрос, он состоял в рамках гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия.
В парламенте он уже находился около 2 лет. Вот, и, соответственно, была проведена работа по разъяснению. Были эфиры, где населению и жителям Республики Абхазия было донесено о самом содержании данного соглашения. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что это соглашение будет касаться экономических вопросов, касающихся между юридическими лицами. Физлица под действие этого соглашения не попадают. Еще раз хочется подчеркнуть тот момент, что в случае, когда российский инвестор будет иметь желание зайти на территорию Республики Абхазия и заключать соответствующие договора о экономических взаимоотношениях с представителями Республики Абхазия, юридическими лицами. То есть, так как и российская сторона, так и абхазская сторона будет более детально подходить к тем соглашениям, договорам коммерческого характера, которые они будут между собой подписывать. Мы надеемся, что данное решение, ратификация соглашения, оно создаст еще больше и лучше комфортные условия для того, чтобы создать определенное инвестиционное поле на территории Республики Абхазия, которое принесет нам определенные выгоды в развитии нашей страны, в развитии экономики, социально-экономических вопросов. Сегодня во втором и окончательном чтении был принят закон, входящий в план гармонизации об упрощенной системе налогообложения. Действительно, наше бизнес-сообщество давно ждало принятия этого законопроекта, этого закона. Этот закон упрощает ведение бизнеса для участников экономической деятельности, упрощает администрирование для органов госуправления, для наших фискальных органов. Исполнительной властью нам в законопроекте были предусмотрены суммы, в пределах которых можно вести бизнес по данному виду налогообложения. Это было до 6% 20 миллионов, до 20 миллионов 6%, до 25 миллионов 8%. Мы на комитетских слушаниях, обобщив те предложения, которые были, пришли к мнению и внесли изменения в сами суммы. И было принято решение сегодня и в данном законопроекте 40 миллионов, до 40 миллионов наши предприниматели, кто зарабатывает на своем бизнесе, они будут иметь право добровольно перейти именно на этот вид налогообложения. Еще хочу отметить то, что в законопроекте ранее предусматривалось с введением нового налога, да, на перехода на упрощенную систему налогообложения, теряла свою силу закон о спецналоге. Для того, чтобы нашему бизнесу дать время на то, чтобы они подготовились, да, и выбрали для себя удобную, нормальную форму налогообложения, для того, чтобы не было никаких передергиваний, депутаты приняли решение, мы вышли с предложением, что спецналог, специальный налог, он остается на какое-то время, и мы договорились с Министерством по налогам и сборам, что в ближайшее время мы приступим к разработке нового законопроекта, который будет сводить и патентную систему, и спецналог воедино для того, чтобы еще более упростить жизнь уже мелкого бизнеса, который работает в этом сегменте. Алика Трапшира Мукамки, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. В эти дни, 31 год назад, бойцы абхазской армии развивали успешное наступление. 25 сентября в Сухуми в 14 часов началась операция по освобождению старого поселка, который к вечеру того же дня был освобожден. Российские суда вывозят из Сухума и Гулрыбского района около 14 тысяч беженцев. Во избежание ненужного кровопролития абхазское командование предлагает грузинским вооруженным формированиям покинуть город через специально оставленный на востоке проход. Официально грузины отказываются, но через несколько дней они воспользуются этим коридором. До Дня Победы остается 5 дней. Одну из улиц в селе Чло Чемчирского района назвали именем добровольца из Карачаево-Черкесской республики Мурата Куджева, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии. 17-летний юноша приехал в Абхазию в июне 1993 года. Своей матери он оставил лишь записку: «Мама, я уехал по делам. Волноваться не надо. Меня не будет 3-4 дня». Куджев воевал на Гумистинском фронте. 4 июля
июля 1993 года получил смертельное ранение. Посмертно награжден медалью за отвагу. Табличку с названием улицы открыла мать добровольца Фатимат Куджева, которая приехала в Абхазию вместе со своей дочерью Ларисой Куджевой. Делегация из КЧР, приехавшая в Абхазию в преддверии главного праздника страны Дня Победы, также возложили в селе Чулов цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне. Уехал. Я даже и в мыслях не допускала, что он может уехать на войну вот так, как он уехал. Узнали только, когда привезли гроб с телом. Никогда в жизни я не думала, что он сможет. И когда нам объяснили, как все случилось, уже когда познакомились с его друзьями, когда начали приезжать сюда, его друзья именно по войне, они рассказывали: вы знаете, чего я больше всего на свете боюсь? Если мама узнает, она приедет и заберет меня. Вот так он не хотел, если даже приехали бы и забрали бы. Настолько он хотел помочь действительно. Вообще вот Мурат, он потомок рода Куджба, которые живут тут, в Абхазии. В Доме культуры села Чулов прошел вечер памяти добровольца из Карачаева-Черкесии Мурата Куджева. Участники вечера почтили минутой молчания память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. На вечере присутствовали руководитель администрации президента Бесалом Кварча, глава администрации Чимчевского района Беслан Бигвава, глава села Чулов Аслан Сангуля, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Мать Мурата Фатимат Куджева, приехавшая в Абхазию вместе с дочерью Ларисой, поблагодарила организаторов мероприятия и отметила, что абхазский народ уделяет особое внимание добровольцам. Склоняем голову перед памятью вашего сына, но мы преклоняемся перед вами за то, что вы воспитали такого сына. И в кавказской семье всегда именно мать являлась основным, которая воспитывала детей. Поэтому спасибо вам. Еще раз мы преклоняемся перед вами. В преддверии Великого Дня Победы, который мы отстояли, мы сегодня чтим наших героев, наших ветеранов, наших добровольцев, которые в трудную минуту для нашей страны пришли и стали бок о бок, плечом к плечу, как подобает настоящим братьям, и добились свободы и независимости нашей страны. Хочу огромную благодарность выразить президенту, главе Чулов, потом все, которые вообще приняли хоть какую-то частицу, которую сделали для этого мероприятия. Всем громадное спасибо. Все во главе наших тоже этих добровольцев, во главе с Жировым, громадное спасибо им тоже. Спасибо тем, которые не забывают наших детей. Прошло столько лет, я вот сижу, у меня такое ощущение, как будто мой сын воскрес. Спасибо вам громадное. Спасибо. Всем благополучия, мирного неба и здоровья. Отделом дознания Управления внутренних дел по городу Сухум проводится процессуальная проверка по факту инцидента, имевшего место 24 сентября в Абхазском государственном университете, сообщает пресс-служба МВД. Сообщается, что 24 сентября примерно в 11 часов дня богатель Ираклий Нукзарович перед одной из учебных аудиторий на почве личных неприязненных отношений ударил в лицо Дбар Дмитрия Зауровича, после чего скрылся с места происшествия. Приняты меры по установлению местонахождения и задержания гражданина Богателия. 16 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГАИ в ходе очередного специального рейда. Один из нарушителей управлял автотранспортом в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Саритян Тигран Араратович, 1988 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Квиквискири Гия Славикович, 1981 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Зацарины Владимир Николаевич, 1969 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Афанасьева Анастасия Сергеевна, 1982 года рождения, жительница города Тюмень, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Джалагония Миран Валикович, 1981 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шамба Игорь Вячеславович, 1972 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Фомин Руслан Вячеславович, 1980 года рождения, житель Республики Татарстан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Савченко Максим Олегович, 1978 года рождения, житель города Новосибирск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Юрий Кириллович, 1973 года рождения, житель Глырыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чингеля Георгий Русланович, 1999 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хачатурян Сергей Владимирович, 1977 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Маделян Алик Рафикович, 1977 года рождения, житель города Новый Афон, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бигуа Феликс Заурович, 1979 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шерозия Малхази Гивевич, 1968 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кузнецов Геннадий Юрьевич, 1974 года рождения, житель Глырыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. 11-й международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» прошел в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир. Для посетителей фестиваля были развернуты различные площадки. Территория литературы и библиотек, музейная территория, территория визуального искусства и национальных ремесел, территория спорта, детская площадка, территория национальных общин и, наконец, главная сцена, на которой выступали танцоры и музыканты. В этом году мероприятие было приурочено к 150-летию Дмитрия Гуля и Дню освобождения Сухума. В мир истории, литературы, искусства и национальной культуры окунулась Уляна Рожкова. Международный молодежный арт-фестиваль «Прогулки по набережной» стал традиционным, знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии. Фестиваль собрал немало профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей из всех районов республики и гостей из России. Главная цель фестиваля – популяризация чтения среди молодежи, а также популяризация библиотеки как места интеллектуального развития. Мы применяем ряд площадок по жанру культуры. Культура – это живопись, культура – это музейное дело, культура – это рукоделие, литература, библиотек. Все это создают отдельные обособленные площадки, которые одновременно работают. И вот представьте себе, по всем этим направлениям мы выставляем в Букросинке еще книжечки о живописи, о музейном деле, учебная литература, художественная, детская. Основные мероприятия фестиваля прошли в здании Национальной библиотеки, так как погодные условия не позволили провести фестиваль традиционно на набережной столицы. Все 4 этажа библиотеки были заняты различными мероприятиями, главной тематикой которых стали презентации и акции по популяризации различных направлений национальной культуры. Читали стихи, танцевали и пели, выставляли свои картины, и каждый присутствующий мог окунуться и прочувствовать местный колорит. Сегодня работа тематических площадок фестиваля будет основана на темах героического подвига народа Абхазии в борьбе за свободу и независимость. Тот факт, что сегодняшний фестиваль приурочен к празднованию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождения столицы Абхазии, города Сухума,
лишь подтверждает важность печатного слова в деле воспитания молодежи в духе беззаветной преданности своей родине. Одна из площадок была посвящена героям Отечественной войны народа Абхазии. Эшерский военный музей организовал фотовыставку из архивных кадров, которые возвращают посетителей в сложные военные годы, напоминают о героизме и мужестве абхазских бойцов. Площадки посмотрите, обратите, особенно музей боевой славы Эшерской. Она на первой площадке и на второй. Все это посвящено двум датам. Это к 150-летию Дмитрия Иосифовича Гулия и победа Отечественной войны народа Абхазии. Потому что эти два, так сказать, символа письма, литературы, письменности Дмитрия Иосифовича Гулия, а вы знаете, наша победа, которая принесла нам независимость ценой многих жизней наших героев, чьи памяти всегда у нас в сердцах, они неиссякаемы, их мы не можем забыть. Один из главных принципов арт-фестиваля – прогулка по набережной, его открытость и доступность как для участников, так и для зрителей. Уже в 11-й раз Национальная библиотека собирает вместе любителей книг, пропагандистов чтения, мастеров искусств, литературы и слова, библиотекарей, поэтов и писателей. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 26 и 27 сентября Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД будут проводить обследование на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий может пройти обследование анонимно и бесплатно. Обследование будет проводиться в мобильной лаборатории на территории Республиканской больницы с 10 до 16 часов. 26 сентября с полуночи до 18 часов Сухум останется без воды. Подача будет прекращена во всех районах города, сообщает водоканал. Отключение водоснабжения связано с прорывом водовода в селе Гумиста, ремонтными работами на улицах Чоч, Уахарания, Искандера. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 26 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 20-25 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.